С 1 октября военкомата республики не протолкнуться. Десятки тысяч призывников проходят медицинскую и военную комиссии. На новую разнарядку в ряды российской армии, как и в предыдущий призыв, уже выстроилась огромная очередь из добровольцев. У нас выделенных мест очень мало, к сожалению. Почему? Потому что желающих у нас много служить в армии. И я думаю, что мы туда отправим достойных. Первый за последние 20 лет призыв в российскую армию, что состоялся в прошлом году, можно назвать эксперимент-экзаменом, от которого зависело, будут ли дальше чеченцы служить. Поэтому первых 500 человек отбирали очень строго, по ряду критериев. Одно из главных условий – образование не ниже среднего. Создали даже советы поручителей и комитет отцов военнослужащих на случай нештатных ситуаций. Буквально август-сентябрь запросили все воинские части, в которые проходят службу наши призывники. Мы получили положительные отзывы о наших ребятах, подавляющим своем. Даже не то, что, в принципе, 98% получили положительные отзывы. Многие призывники из Чеченской Республики стали уже младшими командирами и активно участвуют в различных спортивных мероприятиях, что очень радует, признается военный комиссар республики. Все надежды ребята оправдали, причем сполна. Первый призыв это был показательный, а этот призыв утвердительный. Если мы сейчас буквально уберем те недостатки, которые в первом призыве были, сейчас покажем более такую динамичную работу в этом плане. Я думаю, что следующий призыв уже не через год, а через полгода будет. Повестку о призыве на военную службу в этом году получили десятки тысяч призывников из Чечни, а разнарядка поступила лишь на 500 человек, поэтому приходится отбирать очень тщательно. Причем за детей просят даже сами родители. Это расписка родителей, которые пишут и хотят, чтобы их сыновья служили в российской армии. Дают гарантию, что они будут служить достойно, лишь бы мы их забрали в армию. После первого призыва, прошлогоднего осеннего призыва, наши ребята поняли, что служить можно, нужно, модно. Да, и модно, как говорится, были как старые добрые времена. Кто не был в армии, тот не считался полноценным мужчиной. Поэтому все возвратилось, иншаллах. Старший сын Аднана Сулумова уже служит в армии. Отправил в прошлом году с первым призывом. На очереди второй. Ветеран афганской войны признается, что на выбор сыновей никак не повлиял, а лишь поддержал, когда те захотели пойти по его стопам. Но я думаю, что они добровольно прослужат и приедут домой как настоящие солдаты. Как мы в свое время отслужили, мы были при наградах, я думаю, что они тоже будут при наградах. В ряды российской армии Алихан Цакария рвется со дня своего совершеннолетия. В прошлом году в числе первых прошел медицинскую и военную комиссии. Написал даже заявление, но в армию почему-то все равно не забрали. Надеется, что в этом году его мечта наконец-то исполнится. Срочники из Чечни будут проходить службу только в Южном военном округе, в Ростовской, Волгоградской, Астраханской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях. У нас есть вполне достаточно призывной ресурс, который мы можем призвать и отправить войска. Желающих очень много. Как бы, скажем, 5 человек на одно призывное место. Основные критерии отбора призывников остались прежними. Высшее или среднее образование, отменное здоровье, наличие водительских прав, толерантность, общительность и, что немаловажно, любовь к военному делу. Однако изменился сам подход к отбору. Ходим по домам, общаемся дома, смотрим, как живет, в какой среде. Если находится человек, который говорит, я за него отвечаю, отец или там дядя, вот с этих семей будем брать людей. Ни рост, ни вес, ни авторитет. Все в этом году мы постараемся не использовать. Военкоматы республики работают в авральном режиме, чтобы успеть вовремя отобрать 500 срочников из нескольких тысяч добровольцев. Ведь в армию, как и в прошлом году, должны пойти только лучшие из лучших. Первая группа чеченских призывников отправится в середине ноября. Магомед Салтумрадов, Магомед Сульманов и Ислам Цамаев. Новости 7.